Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. На грани глобального военного конфликта истребители члена НАТО Турции сбили российский бомбардировщик в небе над Сирией. Пилоты, судя по всему, погибли. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. 35 тысяч человек и гигантский флаг Таджикистана на улицах Душанбе в день национального флага республики. Тем временем таджикские депутаты предложили президенту Эмомали Рахмону стать официальным лидером нации. Учили стихи, песни, как ходить на параде, где стоять. Крым остается во тьме уже 4 дня. Линии электропередач не отремонтированы, а украинский президент объявил о введении полной торговой блокады полуострова. Премьер поддержал. Я предлагаю временно запретить перемещение грузов на границе между Украиной и Крымом. Все российские угрозы проведения эмбарго против украинских товаров с 1 января получат аналогичный зеркальный ответ украинской власти. Его стали называть «Человек-паук», когда он проехал 6 километров на капоте нарушителя. Самый принципиальный и честный гаишник Кыргызстана стесняется своей неожиданной славы. Самое обидное, что милицию сейчас не любят. И это очень хорошо чувствуется. Президент Российской Федерации Владимир Путин жестко отреагировал на уничтожение российского боевого самолета Су-24 турецкими ВВС. Он назвал действия Турции ударом в спину, а саму Турцию пособником терроризма. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Если у них, у ИГИЛ, такие деньги, а счет идет там на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наш. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Напомним, что российский боевой самолет Су-24 был сбит во вторник утром в районе турецко-сирийской границы. Потерю бомбардировщика признало и Министерство обороны России. Турецкие власти заявили, что они имели полное право сбить самолет-нарушитель. Вы видите кадры падения Су-24 после попадания в него ракеты с турецкого истребителя F-16. Российским летчикам удалось катапультироваться. Есть информация, что они оба погибли. Но на момент подготовки нашей программы эта информация еще не была подтверждена. Самолет упал в гористой местности в сирийской провинции Латакия, которую контролируют отряды этнических туркменов, ведущих вооруженную борьбу с режимом Башара Асада. Именно по этим районам российские бомбардировщики наносили авиаудары, что вызывало сильнейшие протесты Турции. Вы видите кадры, где предположительно повстанцы обнаружили тело одного из погибших пилотов российского самолета. Они не скрывают своей радости по поводу того, что самолет был сбит. Нашей редакции удалось записать интервью с представителем повстанцев. С его слов, на момент записи интервью, один из российских пилотов был жив, и повстанцы строили планы по его выгодному обмену в будущем. Тело одного пилота находится у свободной сирийской армии. Второго взяли в плен. Он был в очень плохом состоянии и отправлен в реанимацию. Мы пока не знаем, что сделают со сбитым летчиком. Будут идти переговоры. У него серьезные травмы, и 2 часа назад он был под интенсивным лечением. Посмотрим, что будет дальше. Будем вести переговоры. На территории, над которой сбили российский самолет, объединения ИГИЛа попросту нет и никогда не было. Каждый знает, что в районе Латакии ИГИЛа нет. Русским нужно прекратить нападать на мирное население и свободную сирийскую армию. Им пора определиться, если они воюют против ИГИЛ, пусть бомбят ИГИЛ, но не мирных граждан и свободную сирийскую армию. Им пора уже определиться, что они хотят делать в Сирии. Русские играют не по правилам. Они хотят всех обдурить и творят в Сирии все, что им вздумается.
Также есть информация, что в районе падения самолета повстанцам удалось сбить один из российских боевых вертолетов, вылетевших на поиски катапультировавшихся летчиков. Известно, что сирийская армия ведет сейчас ожесточенные бои в этом районе. Тем временем власти Турции заявляют, что 10 раз в течение 5 минут турецкие военные предупреждали российский самолет о нарушении воздушного пространства, сообщает Рейтер со ссылкой на турецкое министерство обороны. Предупреждения были проигнорированы, после чего самолет был сбит. Напомним, что инцидент Су-24 – это первый с 50-х годов прошлого столетия случай, когда российский самолет сбит членом НАТО, сообщает Рейтер. Французские военные заявляют о том, что боевые самолеты с авианосца «Шарль-де-Голь» нанесли очередные удары по объектам боевиков ИГИЛ в так называемой столице террористического халифата, сирийскому городу Ракка. Помимо истребителей в атаках приняли участие французские самолеты, дислоцированные в Иордании. Французское военное ведомство опубликовало кадры взлета боевых самолетов с палубы авианосца. Также французское командование сообщило, что накануне авиаудары наносились по территории Ирака, в частности, по одному из крупнейших иракских городов Мосулу. А это кадры с камер, установленных на французских боевых самолетах. Заявляется, что были поражены командные пункты ИГИЛ, объекты инфраструктуры террористов, а также удары были нанесены по нефтепромыслам ИГИЛ. Охоту за нефтевозами, курсирующими между Сирией и Ираком, начала американская авиация. Военное командование США заявило, что им удалось уничтожить более 300 автомобилей, перевозивших нефть. Между тем, инцидент с уничтожением российского боевого самолета Су-24 турецкими ВВС может разрушить планы президента Франции Франсуа Олланда по созданию широкой антитеррористической коалиции с участием России. Напомним, что в течение всей нынешней недели Олланд собирался провести консультации по созданию военной коалиции по уничтожению ИГИЛ с Британией, США и Россией. Он успел провести встречу с премьер-министром Англии Джеймсом Кэмероном, также собирался встретиться с американским президентом Бараком Обамой. А в четверг должна была произойти главная встреча этих переговоров с президентом России Путиным. Теперь, после жесткой реакции России на действия члена НАТО Турции и ответной реакции НАТО, планы Олланда могут не осуществиться. Группа депутатов Нижней палаты парламента Таджикистана предложила президенту Эмомали Рахмону стать лидером нации и закрепить этот статус на законодательном уровне. Как заявляют депутаты, таким образом они хотят выразить свою признательность Эмомали Рахмону за долгие годы правления и окончания гражданской войны, которая приписывают главе республики. Среди стран Центральноазиатского региона официально статус лидера нации закреплен за президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тем временем в Таджикистане отметили День национального флага. Один из главных государственных символов страны был утвержден 24 ноября 1992 года. Торжественные мероприятия прошли по всей республике. На улице Душанбе вышли более 35 тысяч человек. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов, который наблюдал за праздником на улицах столицы Таджикистана. Анушервон, здравствуйте. Как проходят торжества? Здравствуйте, Динара. Да, действительно, в Таджикистане отметили День национального флага. Во всех крупных городах страны прошли торжественные шествия. Здесь, в Душанбе, в подобном шествии приняли участие более 35 тысяч человек. Большинство из них студенты, которых специально для подготовки к этому шествию на неделю освободили от занятий в вузах. Мы неделю занимались, готовились к этому дню, чтобы сегодня торжественно отметить. Учили стихи, песни, как ходить на параде, где стоять. Мы очень готовились к этому празднику от всего сердца. Каждый житель страны должен ценить свой флаг. Праздник не считается красным днем календаря. Сегодня работают учреждения, рынки и предприятия. Но тех, кто хотел принять участие в шествии, свободно отпускали с работы. А чтобы демонстрантам никто не мешал, были перекрыты центральные дороги столицы. О значении цветов флага знает большинство участников шествия, что неудивительно. В вузах страны и госучреждениях всегда можно найти плакаты и баннеры с описанием символов республики. А среди работников время от времени проводятся проверки на их знания. Красный цвет – символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов. Белый – духовность, моральная чистота. Зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. Также по всей республике проходят праздничные концерты с участием звезд таджикской эстрады. Большинство звезд сегодня сделали подарок своим поклонникам и выступают бесплатно. Динара. Спасибо, Анушервон. Далее в программе.
Крым остается во тьме уже 4 дня. Линии электропередач не отремонтированы, а украинский президент объявил о введении полной торговой блокады полуострова. Премьер поддержал. Я предлагаю временно запретить перемещение грузов на границе между Украиной и Крымом. Все российские угрозы проведения эмбарго против украинских товаров с 1 января получат аналогичный зеркальный ответ украинской власти. Его стали называть «Человек-паук», когда он проехал 6 километров на капоте нарушителя. Самый принципиальный и честный гаишник Кыргызстана стесняется своей неожиданной славы. Самое обидное, что милицию сейчас не любят. И это очень хорошо чувствуется. В Крыму продолжается блэкаут, связанный со взрывом линии электропередач, ведущей с материковой Украины. Однако даже если ЛЭП и починят, полуострову от этого теплее и светлее не станет. Ремонтники начали замену опоры одной из разрушенных линий. Помимо Крыма она питала и 2 района Херсонской области Украины. По словам главы Укрэнерго, активисты, блокирующие полуостров, выставили условия. Допустят ремонтную бригаду в обмен на разрешение перерезать провода, ведущие в Крым. На других ЛЭП никакие работы не ведутся. Ремонтников допустят только после разрешения милиции. А милиция не торопится. Продолжает проверять ЛЭП, чтобы не допустить новых диверсий. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, Крым без света полностью отвечает их целям. Президент Украины Петр Порошенко на этом фоне предложил прекратить грузовое сообщение с полуостровом. Премьер Арсений Яценюк сразу отреагировал согласием. Я пропоную тимчасово заборонити. Я предлагаю временно запретить перемещение грузов на границе между Украиной и Крымом. Все российские угрозы проведения эмбарго против украинских товаров с 1 января получат аналогичный зеркальный ответ украинской власти. Все эти намерения спровоцировали Россию на ответные действия. Глава «Газпрома» пригрозил Украине прекращением поставок топлива, поскольку его компания не получила предоплату от «Нафтогаза». А министр энергетики России анонсировал отказ от поставок угля в Украину. Чем грозят Киеву такие предупреждения, мы спросили у директора Украинского центра исследований энергетики Александра Харченко. Нам просто не нужен российский газ по той цене, по которой они его сегодня предлагают. Украина полностью диверсифицирована по поставкам газа. Уголь из России всерьез никогда не поставлялся в Украину. Другое дело, что поскольку захвачены шахты на территории Донбасса, если Россия перекроет пути поставки угля из зоны боевых действий, то действительно для Украины это может стать определенной технической проблемой. К событиям в России. В сибирский город Нижнеудинск введен спецназ. Это решение было принято, чтобы защитить жителей от солдат, которые служат в местной части. Контрактники сначала подрались с горожанами, а потом вышли на улицы с дубинками и устроили бунт. Чем сейчас живет осажденный город? В материале Екатерины Пономаревой. Этот демарш солдат-срочников снял из своего окна местный житель. Бойцы возвращаются в часть после стычки с горожанами. Почти 200 человек в форме, вооруженные кто палками, кто душками от кроватей, держали небольшой сибирский городок в страхе несколько дней, пока по просьбе местной администрации в город не ввели для охраны спецназ. Ко мне подъехали сотрудники вневедомственной охраны на машине. Они мне сказали, что побыстрее возвращайтесь в дом, потому что бунтуют служащие нашей части. Это случилось неделю назад, но вспоминать это местные жители до сих пор боятся. Вот и наша собеседница Анна попросила лица ее не показывать. Конфликт между местными и солдатами назревал давно. В здешнюю часть в начале осени перевели служить контрактников. Офицеры за ними следить не должны, только за призывниками. Вот солдаты и решили в маленьком городке навести свои порядки. Есть факты, домогательств женщин, молодых женщин на улицах города. В итоге за честь нижнеудинских девушек отомстили местные парни. Долго разговаривать с солдатами не стали. Объяснились на кулаках. Подкараулили группу контрактников у магазина и избили. Да так, что один из них загремел в больницу. Обратилось 4 человек. Одного мы положили в стационар. Признаки острого живота. Лежит в стационаре в хирургическом отделении. В общем, в отместку за такой мужской разговор контрактники решили показать горожанам, кто здесь хозяин, и вышли с дубинками на улицу. Глава Нижнеудинска быстро понял, своими силами с ситуацией не справится. Собрал штаб ПЧС и попросил районных властей помощи в охране горожан от неадекватных солдат. А военное начальство вызвало администрацию на ковер. Чем они вообще занимаются у вас в части? Я сам бывший офицер, я просто удивляюсь. А вы говорите после 18. Они с утра начинают пить водку у вас. К сожалению.
такое случилось в нашем городе. Лучшей профилактикой правонарушений в части стал ввод спецназа в маленький Нижнеудинск. 50 бойцов неделю патрулировали улицы города. Военная прокуратура вроде как возбудила дело по факту драки, но наказывать контрактников за выходку на площади не стали. Говорят, добавили лекции по воспитательной части и все. Зато посадили в СИЗО горожан, где они сейчас и что им светит, неизвестно. Ни силовики, ни чиновники эту историю больше не комментируют. Екатерина Пономарева, «До настоящего времени». В Бельгию, несмотря на высокий уровень террористических угроз, продолжают прибывать беженцы. В стране до сих пор не решен вопрос с их легализацией. Многим из них приходится искать жилье самостоятельно. Некоторых бесплатно поселил в своем отеле бывший мигрант Бен Абдурахман. Бен Абдурахман, собственник небольшой 3-звездочной гостиницы в центре Брюсселя. В прошлом он мигрант с Марокко. Гостиницу купил почти четверть века назад. Под музыку Бетховена и Моцарта он устраивает бесплатные обеды для беженцев с Ближнего Востока. Еду раздает сам. Я тяжело работал, чтобы достичь успеха. Но что такое успех для мусульманина? Это не деньги, а то, что вы с ними делаете. Посмотрите, вокруг нас много людей, которым просто нечего есть, и мы должны им помочь. Квота Бельгии по приему мигрантов в ЕС менее 3000 человек. Однако в реальности за первое полугодие 2015 года эта страна приняла вдвое больше беженцев. Из 500 номеров гостиницы 5-7 занимают семьи тех, кто подается на получение убежища в Бельгии. Тут они могут выспаться и принять душ. 17-летняя Шейна из Афганистана вместе со своей семьей долго скиталась. Иран и Турция. Добирались и конями, и поездами, и кораблями. На этих дорогах потерялся и ее 13-летний брат. Так и неизвестно, что с ним произошло. 3 месяца я не имела возможности поспать на кровати. Это вторая ночь за 3 месяца, когда я могу нормально отдохнуть. В гостинице с роскошным интерьером в стиле Людовика XV собирают вещи для мигрантов. Вот женщина принесла одежду. Тут свитер. Это и есть то, что я называю солидарностью. Каждый день в 5 утра Бен Абдурахман отвозит беженцев на северный вокзал Брюсселя. Рядом с ним находится миграционный центр. Вечером он едет туда же в поисках семей, чтобы пригласить их к себе в гостиницу. Бен Абдурахман помогает своим гостям психологически, советует гулять побольше по Брюсселю. Признается, что за 2 месяца работы в таком режиме устал. Мигрантов в своей гостинице он оставляет на несколько дней. Потом они оказываются кто где. Кто-то получает место в общежитии, кто-то по квоте переезжает в другую страну ЕС, кто-то ночует на улице. Бен считает, что эти люди не готовы интегрироваться в европейское общество. Почему эти парни должны покидать свои семьи? Они не знают языков, европейской культуры. Что их тут ждет? Зачем эти войны? Война уничтожила дороги, больницы. Это тотальная катастрофа. Зачем все это? Груз ежедневной помощи беженцам Бельгии лег на плечи Красного Креста, волонтеров и таких энтузиастов, как Бен Абдурахман. Участие государства ограничивается приемом документов и минимальными пособиями тем, кто получает официальный статус. Шахида Якуб, Жанна Беспечук, Брюссель, Бельгия. Cross Riders – так называется первый официальный грузинский байкерский клуб. Он объединил не только профессиональных байкеров, но и тех, кто любит мотоциклы, свободный образ жизни и дорогу. Впрочем, чтобы стать членом клуба и получить право носить соответствующую символику, надо пройти несколько этапов, четко соблюдая верность принципам байкерского образа жизни. Эти выходные с членами мотоклуба провел и наш корреспондент в Грузии Зураб Двали. Не заметить их невозможно. Все как в западных фильмах. Кожаные куртки с символикой мотоклуба, шлемы, армейские ботинки и, главное, мощные чопперы, одним своим видом внушающие уважение. Место сбора – мотоклуб Cross Riders. Символ нашего клуба – это череп, а в древнеиндийской культуре это знак смерти. Сверху крест, как бы отражающий победу жизни над смертью. И хоть мы, байкеры, каждый день рискуем и играем со смертью, делаем мы это из-за любви к жизни. Байкерское движение в Грузии не имеет многолетней истории. Тем не менее, здесь всегда увлекались мотоциклами. Впрочем, между спортом и байкерством огромная разница, уверены члены Cross Riders. Мы все познакомились на дороге, это наша и семья, и дом. Ради свободы и байка я могу отодвинуть на второй план практически все, что может мне помешать. Наша жизнь – это быть все время в пути. Собрать своими руками байк – не вопрос. Вот, например, что осталось от новенького китайского мотоцикла. Вернее, каким он стал после того, как попал в руки байкеров. Убраны с рамы все ненужные детали,
искусственно придан брутальный вид. И теперь на нем можно гонять по бездорожью. Поменял тут многие детали. А что, так намного лучше. Страсть к железным коням еще не гарантирует получение заветного членства в байкерском клубе. Человек должен быть без дурных мыслей в голове, любящий свободу, далекий от политики и религиозного фанатизма. Вечером в клубе Cross Riders многолюдно, обстановка под стать духу анархии. На стенах характерны для подобного заведения надписи и символика. Молодые люди пришли окунуться в атмосферу полной свободы и андеграунда. Девушки как-то не по-грузински раскованы. Музыка только классический рок. Бар Кетти не только угостила популярной здесь выпивкой, но и показала, как их пьют настоящие байкеры. Что ж, в этом суматошном мире, может, и действительно нам всем немного не хватает байкерской романтики. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящий». Человек-паук – сотрудник дорожно-патрульной службы. Необычное прозвище кыргызстанский прапорщик получил после того, как он проехал на капоте машины нарушителя около 6 километров. Знаменитого в Бишкеке милицейского работника называют еще и самым честным. С милиционером, который живет на одну зарплату, встретилась Джибек Бегалиева. По фамилии и имени прапорщика Сакиева мало кто знает. И за глаза, и даже начальники по рации называют офицера по-своему. Человек-паук, так меня прозвали. Иногда, когда представляюсь по телефону, меня не узнают. А когда говорю, что я Человек-паук, то сразу узнают. Бывает даже, что водители узнают. Робкий и застенчивый, совсем не типаж голливудских супергероев, он как-то умудрился стать самым популярным в Бишкеке ДПСником. То ему отдавили обе ноги, когда он добровольно пошел регулировать движение в пробке, то порвали мундир за то, что он не дал остановиться свадебному кортежу посреди дороги. А вот сотрудника ДПС целых 6 километров на капоте прокатил особо наглый нарушитель. Кстати, именно после этого инцидента Бакыт получил свое необычное прозвище. Конечно, с блатными номерами люди увереннее себя чувствуют. Но для меня нет разницы, на какой машине ты, с какими номерами. Написали как-то про меня, что я самый честный ДПСник. Но вы поймите, многие мои коллеги работают не хуже меня. Того интервью офицер до сих пор стесняется. Не хочет он быть самым честным или самым принципиальным. Таких, как я, говорит много. В городе ДПСниками местные не работают. Мы почти все из сел. И в 40 градусов жары, когда асфальт плавится, и в морозы, мы на улице. Кто такое вытерпит? И самое обидное, что милицию сейчас не любят. И это очень хорошо чувствуется. Живет прапорщик Сакиев намного лучше знаменитого персонажа из популярного скетч-шоу. Жена Бакыта работает. Если бы не это, его зарплаты на всю семью явно не хватило бы. Очень кстати говорит недавняя прибавка. 10% от каждого штрафа начисляют теперь инспектору. Но даже так он получает около $200. Обидно, конечно, что такой мизер получаем. Но я свою работу сам выбрал. Всем доволен. У меня есть семья, работа. На хлеб я себе зарабатываю. Правда, иногда дочки говорят, а почему мы не живем в большом городе? Как папа, гаишником мечтает стать средняя дочь Айлина. К тому времени, по планам Бакыта, они получат служебную квартиру. И жить у родственников, возможно, не придется. Джибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.